Глава 10. Противостань врагу воинственно. Шестая позиция, которую вы можете занять, это воинственно противостоять врагу. Позвольте мне привести пример. Предположим, я проповедую, и какой-нибудь щенок забредает в зал и садится на сцене. И если бы я посмотрел на него и сказал: «Собачка, пойди отсюда», знаете, что случилось бы? Ничего. Он бы только посмотрел на меня и завилял бы хвостом. Но если бы я повернулся и заорал: «Пошла вон!», он бы удрал. Мое отношение и голос были бы воинственны, и он понял бы, что я не шучу. До тех пор, пока вы не научитесь приказывать дьяволу убираться вон, он никуда не уйдет. У вас внутри должна быть сила Иисуса как вихрь. Поэтому, когда вы говорите, сила выходит, и все, что только может двигаться, приходит в движение. Если вы именно так и делаете, Бог вас благословит. Оружие христианина. Дьявол туговат на ухо. Если вы не говорите громко, он вас вообще не слышит. Так что мы должны донести до него то, что говорим. Лучший способ противостоять дьяволу – иметь на себе все оружие Божье, как мы и говорили выше в этой книге, и затем использовать все это оружие в сражении. Ключевые слова к этому, конечно, в послании к Ефесянам, 6 глава, начиная со стиха 11. Там сказано: «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши, устоять». Здесь не говорится «возьмите половину оружия» или «немножко оружия». Апостол Павел написал: «Облекитесь во все оружие». Это значит, что необходимо иметь на себе все части оружия Божьего. Первое слово в стихе 11 призывает вас к ответственности. «Облекитесь». Другими словами, Бог не собирается облекать вас в это оружие сам. Именно вы облекаетесь во все оружие Божье. Вы одеваете себя в могущество и силу. Возможно, вы скажете: «Зачем я должен облачаться во все оружие Божье?» Вы надеваете его, чтобы не быть пораженным. Вы надеваете его, чтобы не упасть, но быть способным устоять. Вы надеваете его, чтобы быть таким, каким Бог хочет вас видеть. Вместо того, чтобы говорить: «Все кончено, я разбит, я побежден, я сгорел», вы сможете выдержать все бури жизни. Большинство людей, которые сгорели, никогда даже и не были в огне. Они вымерзли. Они по-настоящему даже не знают, что значит слово «сгореть». Вы не сгорите на Божьей работе. Вы будете только ярче. Псалом 118, 105 стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Притчи, 4 глава, 11-12 стих. «Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься». Путь праведника становится только ярче и ярче, светлее и светлее. Когда вы не становитесь ярче, вы становитесь холоднее и холоднее, превращаясь в так называемый Божий айсберг, но даже он может растаять. Внутри такого христианина есть зародыш вечной жизни, который может загореться, растопить любой айсберг и снова зажигать все вокруг. Мы также должны надеть все оружие для устойчивости. Козни дьявольские – это его фокусы, его маневры. В ближайшие годы у дьявола будет масса новых трюков, масса новых искушений.
Мы должны иметь на себе все оружие Божье для того, чтобы какие бы штуки дьявол не припас для этих последних времен, они не имели бы на нас влияния. Проверь, надел ли ты на себя все детали вооружения, которые упоминает Павел, для того, чтобы противостоять врагу воинственно. Когда Библия говорит нам быть бдительными, имеется в виду, чтобы мы видели, что сатана делает в мире, были рядом, сопротивлялись и воевали с ним на всех направлениях, на которых это возможно. Например, в тот вечер, когда я наконец узнал, что происходило в течение 3 недель в тюрьме Белебит в Маниле, я противостоял дьяволу в молитве всю ночь. Я молился и плакал в ходатайстве за город, за девочку и за себя. Я молился, потому что я жил в месте, где была великая нужда, а я не помогал в этой нужде ранее. Я полностью был поглощен делами Господа, я строил место для урожая пробуждения. Однако я был так занят этим делом, что совсем не беспокоился о духовной нужде, или о духовной брани, или об активном противостоянии дьяволу. На следующее утро Господь послал меня разобраться с этой ситуацией и изгнать дьявола из этой девочки. Я не хотел идти, но Бог уверил меня, что ему просто некого больше послать. В конце концов я пошел, и я уже говорил, какие двери это событие открыло для пробуждения. Я хочу, чтобы вы увидели, что завоевание территории для Бога начинается с воинственного сопротивления в молитве и затем в действии, а для того, чтобы быть готовым к этому сопротивлению, нужно преодолеть определенные препятствия. Препятствия воинственному сопротивлению. Две главные помехи – это беспокойство и страх. В моей серии книг есть книга «Как справиться с беспокойством». Там я рассказываю об одном инциденте, который произошел много лет назад в Тибете. Я писал: «Ваши проблемы не больше, чем у кого-либо другого, и они не слишком большие для Бога. Поэтому вам не следует волноваться или беспокоиться о них. Беспокойство только исказит правду и истинное положение вещей так, что ситуация будет казаться гораздо хуже, чем она есть на самом деле. Ты должен опуститься в самый низ самого себя, поднять самого себя вверх и сказать: «Подожди минутку, я не позволю, чтобы мое духовное существо огорчалось по этому поводу. Это не делает мне чести, и это неправильно». Однажды, много лет назад, я был взят в плен коммунистами в Тибете. В то время я возглавлял караван из 17 человек. Мы шли через перевалы, проповедуя Евангелие в маленьких изолированных деревушках. Вдруг мы попали в засаду, и 3 вооруженных человека взяли нас в плен. Они вели нас по скалистой секретной тропинке около 3 часов. Человек, который охранял меня, был мрачный, грубый парень. Он держал свое ружье, одну из кентукских длинноствольных винтовок, на расстоянии около 6 дюймов от моего затылка, не снимая пальца со спускового крючка. Оступись он на камне, я попал бы в неприятность. Я знал, что дьявол хочет уничтожить меня. Я должен был найти выход из этой безнадежной ситуации, если хотел продолжать жить и дышать. Как раз настало время быть воинственным, но также и время быть мудрым. Я заговорил с Господом в моем сердце: «Господь, эти люди ведут нас уже несколько миль. Они хотят увести нас подальше, чтобы убить и взять нашу посуду и деньги. Я пришел в Тибет, чтобы умереть?» «Нет», — ответил Господь. «Тогда дай мне обетование, на котором я мог бы стоять», — сказал я. Откровение 19:6. Прочти это. Я всегда ношу Новый Завет с собой, и я залез в карман и вынул его. Стих говорил: «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель».
Эти слова поразили меня. «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог, Вседержитель». Слово Божье прогнало все мое волнение. Я обернулся и, посмотрев этому человеку прямо в глаза, рассмеялся. Он так смутился, что опустил дуло своей винтовки к земле. Через своего переводчика я спросил его: «Сэр, почему вы не скажете, чего вы хотите?» «Я голоден», — сказал он. «Хорошо», — сказал я, — «мы покормим вас. У нас есть мул, который нагружен овощами. Мы дадим вам то, что вы хотите». «Мне нужны деньги», — сказал он. «Мы дадим вам деньги», — сказал я. «Для этого не надо везти нас так далеко». Так он взял наши овощи и наши деньги и скрылся в лесу со своими 2 приятелями. Когда мы добрались до деревни в тот день, люди сказали нам, что наше освобождение было чудом. Они сказали, что те люди были бандитами, которым нужны были и наши животные, и все остальное, что было у нас. Это было чудо, что они нас не убили. Чудо произошло из-за воинственного сопротивления планам дьявола. Как я уже говорил прежде, первый шаг к свободе от беспокойства – это вы знаете то, что вы знаете, что Бог держит все под контролем. Щит веры угасит тревогу. Я уже писал во многих своих книгах, что страх – это смертельнейший враг христианина. И я много раз рассказывал о сильнейшем приступе страха, который я пережил, когда был молодым 17-летним проповедником. Мой отец запрещал мне уходить из дома и проповедовать, потому что он думал, что я не выживу, и кроме того он уже уплатил много денег за мое образование. Однажды, уходя из дома, он указал на меня пальцем и сказал, что он ожидает увидеть меня дома, когда вернется. Его отношение ударило меня страхом прямо в сердце. Когда я горько плакал, внутренний голос божественного руководства, Дух Святой, сказал мне прочесть книгу пророка Исаии, 41 главу 10-11 стихи, которые начинаются со слов «Не бойся». Каждая фраза этих стихов свидетельствовала о моей ситуации, как будто Исаия написал это прямо для меня. С тех пор я встречал много ужасных ситуаций в жизни, и только по Божьей милости и благодаря воинственному сопротивлению я не стал добычей страха. Страх приносит духовную бедность в душу. Для здоровой духовной жизни ты должен противостоять страху. Помни, тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Первое послание Иоанна, 4 глава, 4 стих.